Завтра будут вспоминать жертв массовых политических репрессий. Этот скорбный день – особая дата в календаре для всех казахстанцев. Ведь в 30-е годы прошлого века по сталинскому произволу, по сути, был организован геноцид. 80 лет назад в результате голощёкинской коллективизации и искусственно созданным голодом, получившим название Ашаршылык, казахский народ понес колоссальные потери. Коллективизация также вызвала многочисленные жертвы в других республиках Советского Союза, однако масштабы преступлений советского режима в степи были беспрецедентными. О великой трагедии народа материал Даниара Касымова. Ветерану войны и труда, жителю Зерендинского района Акмолинской области Баяну Жангауову 97 лет. Во время коллективизации он уже был достаточно взрослым и помнит подробности великой трагедии. Тогда Аксахал потерял почти всех своих близких, которые умерли от голода. Мне вспомнить особенно вот этот 30-й голодный год очень тяжело. Сам чуть не погиб с голода. Благодаря добрых людей я не погиб, спасся. А у моего родной брат с женой, с 4 малолетними детьми погибли они. Я это никак не могу забыть. Это было в 1933 году. Казахстану по сравнению с другими регионами Советской империи не повезло особенно. Сюда Сталин направил своего тогдашнего соратника Филиппа Голощёкина. В нашей республике он с энтузиазмом взялся за дело. Инициировал так называемый «Малый Октябрь», провел конфискацию, уничтожал инакомыслящих, в общем, подготовил нужные условия для организации невиданного доселе голода. Филипп Исаевич, или Шая Ицкович Голощёкин, родился в 1876 году в еврейской семье в Белоруссии. По профессии зубной техник. Член РСДРП с 1903 года. Большевик. Активный революционер. Ссылку в Туруханском крае отбывал вместе с Иосифом Джугашвили. В 1918 году участвовал в расстреле царской семьи. С 1924 по 1933 год занимал должность первого секретаря ЦК Казахстана, главный организатор массового голода в республике. За несколько лет коллективизации домашнего скота в стране стало в 10 раз меньше. Почти 90% вновь созданных колхозов вообще не имели никакой живности. Продовольствие изымалось и у богатых, и у бедных. Результатом политики Голощёкина стала высокая смертность от истощения и голода. Есть данные, что в Восточном Казахстане численность коренного населения в начале 30-х сократилась на 64, а в Северном на 52%. Почти такие же показатели были на Западе и Юге республики. До этого ни в какие периоды, даже самое тяжелое, жутое, самое тяжелое поражение, у казахов никогда ничего подобного не было. Все равно скот каким-то образом сохранялся, потом он размножался, то есть именно массовой гибели населения не было. Это хорошо подтверждается археологическими материалами. А тут они смогли довести действительно дело до такого экономического кризиса, когда половина населения умер. Еще задолго до коллективизации и друзья, и враги рассмотрели в Голощёкине настоящего кровопийцу. И поэтому соратники по партии отзывались о нем с восхищением, а оппоненты с ужасом. Владимир Бурцев, историк революции в России, из воспоминаний о Филиппе Голощёкине. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре. Палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. Конечно, происходившие 80 лет назад события привели к протестам. За 4 года в Казахстане произошло около 300 восстаний и выступлений, которые подавлялись пулеметами войск ОГПУ. Голод, разразившийся в 1931-м, достиг своего пика через 2 года. В это время в Центральном Казахстане уже появился печально знаменитый Карвак. В вопросах продовольственного обеспечения даже ссыльные по политическим мотивам находились в лучшем положении, чем местное население. Татьяна Неводовская, дочь ссыльного ученого. Ранняя весна 1933 года. Я шла с кем-то из специалистов. Со мной был фотоаппарат. На дороге сидел обессиленный, истощенный казах. Он с трудом тащился с полевых работ. Стонал, просил есть и пить. Я передала фотоаппарат своему спутнику и поспешила принести воды. Казах пил с жадностью. Я снова поспешила домой, чтобы принести голодающему кусочек хлеба и сахара. Когда я подошла к нему с хлебом, он уже был мертв. Историк Мухтарбек Каримов когда-то написал книгу «Гонимые голодом». Это исследование рассказывает о казахах, которые пытались спастись от смерти за пределами республики. Научный труд написан в соавторстве с ныне покойным российским профессором Владимиром Познанским. Как он историк, в первую очередь рассматривает, внимание обращает на причины. На причины
Почему произошло такой голод? Это, вот, конечно, в истории и говорится нашей сейчас, что она связана вот этой волонтаристской политикой, тогда же руководство страны и республики. С профессором Владимиром Познанским был хорошо знаком новосибирский журналист Александр Аговаков. Теме последствий коллективизации в Казахстане он посвятил несколько публикаций. «Казахский голодомор» — так называлась его статья в журнале «Тайны 20 века». В Сибири погибло около 600 тысяч наших соотечественников. Как казахов воспринимали в Сибири? Ну, здесь профессор открыл такие шокирующие документы. Прежде всего, люди, которые вот шли в Сибирь для того, чтобы спастись от голода, не умереть, вот они и попадали в такие условия, где их никто не ждал. Собственно, можно сказать, это был геноцид. Да, это было истребление народа, который ни в чем не был виноват. Он не совершил никакого преступления. Он просто попал в тяжелые природные условия, но вместо того, чтобы как-то обустроить людей, накормить, дать им просто выжить, не было сделано ровным счетом ничего. Об ужасающем положении простых людей многие партийные руководители пытались сообщить наверх, наивно полагая, что высшим вождям ничего не известно о беспрецедентной катастрофе. Однако ни одно послание снизу так и не было услышано. Большинство авторов писем о реальном положении дел в Казахстане позднее были репрессированы. Выхожу из машины, никого и ничего вокруг. Одна длинная база для скота стоит. Открываю дверь, а там трупы. Все огромное помещение в штабелях трупов. У некоторых людей глаза еще открыты, но видно, с минуты на минуту умрут. Пригляделся, а неподалеку очаг, большой казан, на огне варится что-то. Приоткрыл крышку, а там в булькающей воде то ножка мелькнет, то ручка, то детская пятка. Вот тогда я и стал врагом врагов народа. Тема красного террора широко представлена в Шымкенте в Краеведческом музее. Несмотря на свой региональный уровень, он располагает большим фондом экспонатов. Убедительным доказательством безмерных страданий казахстанцев в годы беззакония. В нашем музее есть сведения о 2500 расстрелянных южно-казахстанцах. Мы пишем письма во все инстанции, разыскиваем материалы о репрессированных людях. Надо выяснить, где они работали, кем были в те годы, найти их биографические сведения, документы и фотографии. Это нужно и нам, и нашим потомкам. В начале 30-х наш народ лишился половины своей численности, это примерно 3 миллиона человек. Погибли не менее 200 тысяч представителей других национальностей, живших в то время в Казахстане. Коммунистам не удалось скрыть своих преступлений, уж слишком масштабными они были. И в прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую кровавые злодеяния большевизма в бывшем Советском Союзе. Из резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 28 апреля 2010 года. Пункт номер 6. В Казахстане также миллионы людей стали жертвами массового голода. Соотношение погибших и всего населения считается самым высоким среди всех народов бывшего Советского Союза. Традиционно кочевавшие с подрастающим крупным рогатым скотом казахи были вынуждены осесть и были лишены своих поголовий. Великий голод вошел в историю как величайшая трагедия казахского народа. Последствия Великого Джута мы ощущаем на себе и по сей день. Раны, нанесенные нашему народу большевиками, не заживают и спустя 8 десятилетий. Дмитрий Верхотуров, кандидат исторических наук. В Казахстане казахи стали меньшинством, что не могло не сказаться на последующей культурной политике. Сегодняшние трудности сохранения и развития казахской культуры и языка во многом восходят ко временам этого голода. Слишком многое было утрачено, слишком много погибло людей, не сделавших свой вклад. В Алматы планируется установить монумент жертвам массового голода в Казахстане. Здесь можно будет почтить память миллионов людей, которым красные вожди не нашли места в социалистической системе. И мы должны помнить об этом всегда. Даниэль Касымов, Сауле Байгалиева и Анатолий Ген, Николай Маханов. Программа «Аптаки Z».